Если мы сегодня придерживаемся норм ислама, который нам четко разъяснил, кто что должен делать, почему он это должен делать, для чего он это делает. Если мужчина является управленцем семьи, он обязан по исламу обеспечивать жену, семью. Если он это не делает, он нарушает законы Всевышнего Аллаха. Жена, которая живет с мужем, она обязана сохранять его имущество, быть верной ему и по мере ее возможностей делать все, чтобы в ее семье было хорошо и мужу удобно и комфортно. Искать довольство своего мужа и довольство Всевышнего Аллаха. Если это нарушается, нарушается семья. Нарушается семья, нарушается общество. Поэтому эти примеры у нас сегодня в каждом присутствуют. У нас в Ингушетии, если о сегодняшних реалиях, в неделю вот обращение к нам муфтият по именно таким семейным проблемам взаимоотношений мужа и жены, где-то 40%, как минимум. Это те дела, которые уже, те споры, которые доходят до муфтията. Очень много споров, которые решаются на уровне родственников. Если не получается на уровне уже имамов сел, если не получается, то уже доходит до нас третий этап, крайний этап, который уже не смогли примирить их, ни родственники не смогли примирить, ни алимы населенных пунктов не смогли примирить. Тут уже приходится ставить точку в этих взаимоотношениях, как-то конкретизировать, что каждый должен делать для того, чтобы этот скандал или этот спор дальше не развивался. Будь это спор материальный между мужем и женой, или же спор в взаимоотношениях воспитания детей, которые остаются уже или с отцом, или с матерью, кто что должен делать. Ни в коем случае шариат не предусматривает, не унижает жену, даже если она развелась. Более того, уже после развода все, что ей полагается, материальная часть, она защищена, она обговорена, что ей полагается конкретно, почему это полагается. В дальнейшем те решения, которые уже шариат дает, рекомендации, которые дает по поводу воспитания детей, по ухаживанию за детьми, в этом случае, опять же, она не несет никакую материальную ответственность в воспитании детей. Вся материальная ответственность лежит, опять же, за отцом, на отца лежит. Ее право жить с детьми, воспитывать их, оно приоритетно в шариате. Хотя этот приоритет дается не ради матери, а ради детей. Да, оно приоритетно, если мать говорит, что я их буду воспитывать. Но здесь, опять же, шариат учитывает не слово матери, не пользу матери, а пользу детей. Потому что дети, они должны быть с матерью. То есть их желание, их необходимость быть рядом с матерью, оно приоритетно. Но опять же требуется согласие матери или желание матери. Если она изъявляет такое желание воспитывать детей, то все, приоритет ее до отца. От того, что отец говорит, я буду воспитывать, нет. Если мать не отказывается, право к отцу не переходит. Дальнейшее содержание детей полностью, оно уже на отце лежит. И лечение, и школьные затраты, обучение, питание, проживание, все за счет отца идет. Да, мать может в этом участвовать, но она не обязана. Она может. Все это сегодня в Ингушетии озвучивается.